Приветствую вас, дорогие телезрители! В эфире программа News on Air. С вами я, Мария Кардашевская. Ну что, давайте начнем. Якутяне Максим и Евгения Арбугаевы, чей документальный фильм «Выход» номинирован на «Оскар», посетили церемонию награждения. В интервью американскому каналу ABC брат и сестра рассказали о своих впечатлениях от съемок и о цели своего проекта. Документалка рассказывает о морском биологе, который изучает жизнь моржей на Чукотке. По словам Евгении Арбугаевой, моржи хоть и выглядят довольно агрессивными, но на деле являются очень уязвимыми. К несчастью, каждый год мы наблюдаем, как исчезает лед в Арктическом океане, в морях и в Сибирской Арктике. Животным необходимо адаптироваться, но у них очень мало времени. Поэтому я рада, что фильм будет способствовать осведомленности об изменениях, которые происходят в регионе, рассказала Евгения Арбугаева. Ну а победителем кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший короткометражный документальный фильм» стала картина «Заклинатели слонов из Индии». В некоторых уголках республики местами все еще фиксируется температура в минус 50 градусов, а вот в Вилюйской группе районов уже наступила настоящая весна. В Вилюйском улусе распустилась верба. Где-то в якутской тайге мужчины обнаружили лежащую в колее трактора косулю, но она оказалась необычной. Вместо того, чтобы убегать от людей, как это делают ее сородичи, она спокойненько стояла, пока ее чистили от снега. День оленевода отпраздновали в селе Хатыстыр Алданского района. Традиционно в дни весеннего равноденствия подводятся итоги минувшей зимы, а в праздник принято отрешаться от повседневных забот и погружаться в веселье. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Озеро в центре села Хатыстыр заискрилось самобытной красотой эвенкийских гуляний. Белецкая земля вновь принимала гостей. В дни весеннего равноденствия праздник отмечают оленеводы-кочевники. Погода в этот день выдалась холодной и ветреной. Впрочем, на теплой атмосфере торжества это обстоятельство не отразилось. Как всегда, приехал на праздник, никогда не пропускаю. Вот, отведаем мясо настоящего, экологически чистого. Но так отличная атмосфера, все нормально. О силе духа, крепких руках и добром сердце детей Севера сложены легенды. После приветствия династии оленеводов хозяева и гости погрузились в веселье. В переливах песен кружились хороводы, а все желающие могли помериться силой и ловкостью в национальных видах спорта. Праздник проходит очень хорошо, несмотря на погодные условия, но мы люди терпеливые, выдержанные, экстремалы, наши оленеводы. Приехали очень из далеких участков, наши оленеводы, очень рады увидеть своих родственников. Богатство эвенкийской культуры в полной мере было представлено в палатках как трудовых коллективов, так и родовых общин. Праздник собирает на хатыстырской земле оленеводов, постоянно проживающих в тайге. Отрешаясь от повседневных забот, они обмениваются новостями и делятся планами. Конечно же, на столы в этот день подаются лучшие национальные блюда.
традиционные блюда все есть у нас, начиная от мозгов оленях и заканчивая там мясом, гусь есть, глухарь есть, ну все-все. Представитель общины Бута Надежда Михайловна Григорьева – знатная рукодельница. Она изготавливает убранство для дома и шьет одежду всей семье. Личную коллекцию шедевров мастерица неоднократно представляла на региональных и российских выставках. В День оленевода Надежде Михайловне было присвоено звание народного мастера Якутии. А умение рукодельница передает молодежи. У меня тут целая деревня, наверное. Все спрашивают все это. Ну, все от меня все спрашивают и приходят, мастер-класс делаем. Праздник оленеводов любим не только алданцами. На Эвенкийские гуляния приезжают жители из разных районов Якутии и городов России. Гости желают виновникам торжества благосклонности природы матушки, здоровья и счастья. На этом празднике я первый раз, так как я приехала с города Читы. Но мне очень понравилось, весело. Вот хотим посмотреть на гонки. Ярким моментом гуляний стали оленьи гонки – галопом, рысью, в санях и верхом. Древнейший праздник северного народа великолепен национальным гостеприимством и исконной эвенкийской теплотой. Его особая ценность заключается в сохранении традиций и культуры. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, село Хатыстыр. Ну а Нерюнгринский район готовится к крупному международному событию. С 15 по 19 марта в городе Нерюнгри и в селе Йенгра пройдет международный чемпионат по традиционному оленеводству. Главным событием чемпионата станут гонки на оленьих упряжках и соревнования по ловле оленей, которые пройдут на реке Йенгри. На стадионе Горняк запланированы соревнования по арктическим компетенциям: оленевод, хозяйка чума, эксплуатация и техническое обслуживание синего хода. Также участники будут состязаться в метании аркана, прыжках через нарты, в разведении костра и даже в выделке камусов. Ожидается участие команд из Китая и Монголии, а также нескольких других стран. А на следующем видео автор запечатлел не подъезд, а практически музей. В одном из многоквартирных домов подъезд украсили чучелами животных и расписали так, что человек, входя в него, словно оказывается в музее дикой природы. Это ж надо. Сколько у человека терпения. Страшно. Круто. А в Алекминском районе после длительного перерыва вновь провели спартакиаду ветеранов. Участники убеждены, победить годы не проблема. Главное – желание. Подробности в сюжете Елены Фас. 15 команд представили Алекминский район и организации на спартакиаде ветеранов. Мероприятие с давней традицией и ожидаемое более чем. В пандемию все сидели по домам, соскучились не только по соревнованиям, но и по общению. Всегда на всех соревнованиях. Даже за сборную МВД всю жизнь выступал, а потом за город. Все друзья, все знакомые. Вот придешь, энергии столько получаешь, что то самое. Душой ты не должен стареть, я должен то самое. Я держу хозяйство, чтобы такой был инициативный, надо двигаться. А движение – это жизнь. Самые активные, отмечают в спорткомплексе, ветераны. Молодым бы столько задора и желания. Очень даже активные. Среди них есть мастера спорта, ветераны спорта, очень много учителей, наших наставников, наших тренеров и так далее. Долгожданным встречам не помеха расстояние. Несмотря на очень плохую дорогу, свою команду представили село Киндигирь. Всегда приезжаем. А дорога вот довольно-таки тяжелая? Да, 12 часов. И все равно едете? Да. А почему? Ну, для интереса. Ежегодно, за исключением пандемии, участвуют в спартакиаде добанцы. Команда обновляется. Потому что для нас это очень важно.
приезжайте издалека и встречайте здесь знакомых, старых знакомых, развеяться, увидеть новые лица. И, конечно, это мы впадаем в нашу юность, детство. Спорт для нас главное. В этом году в команде Мальчигарского наслега принимает участие новый участник. Несмотря на ранение, полученное в зоне СВО, он принял участие в соревнованиях по шахматам. Вот эти люди, которые сейчас сражаются за нас, все, да, у них, видимо, уже мировоззрение другое поменялось, и они уже не отсиживаются дома, они уже готовы участвовать по любому зову, скажем. Вот ему просто позвонили, и он, да, конечно, поеду, будет участвовать у нас в шахматах. Хотя человек приехал и с ранением, конечно, все, в отпуске, должен находиться с женой дома, но все равно они уже другие, не как мы. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. И напоследок давайте посмотрим, как в Якутске прошел международный турнир памяти обладателя золотой и серебряной медали Олимпийских игр Романа Дмитриева. Соревнования в этом году собрали 260 спортсменов из разных стран и регионов нашей страны. Впервые с этого года была включена женская борьба. Якутские спортсмены завоевали 11 медалей. И на этом у нас пока все. Спасибо, что были с нами. Свои интересные новости присылайте на наш телеграм-канал. С вами была Мария Кардашевская. Увидимся в эфире.